Из 630 заявлений на процедуру банкротства в Северо-Казахстанской области принято 91. По условиям, долг перед банками, микрофинансовыми организациями или коллекторскими агентствами не должен превышать 5,5 миллионов тенге. Просрочка по оплате долгов должна превышать 12 месяцев. Отсутствует имущество, в том числе совместно нажитое в браке. Проведена процедура урегулирования с банками и МФО по долгам. Граждане не могут претендовать на банкротство, если есть наличие имущества у супруга или супруги. Отсутствует документ о проведении урегулирования долга с банком или МФО. А также, если вы ИП или получали пособие АСП в период менее 6 месяцев. Процедура внесудебного и судебного банкротства действует с 3 марта этого года. Но заемщики должны подтвердить, что они обращались в банк или МФО для урегулирования проблемной задолженности по кредитному договору. В случае же, если приемлемых решений не удалось найти пути решения, заемщик может обратиться посредством информационного портала ЕГОВ через ЕОТНШ, либо к нам в Управление региональных представителей по регулированию и развитию финансового рынка. Мы находимся в здании филиала Национального банка по Конституции Казахстана 6. В случае, если... При этом хочу отметить, что клиенты должны предоставить пакет документов, в котором отражена информация о том, что сам заемщик обратился в микрофинансовую организацию, либо в кредитную организацию, и предоставить документ о том, что у них пути решения неприемлемы для данного заемщика. Мы рассмотрим это заявление, проведем документальную проверку и дадим анализ их ответа.